Нет, так доставай. Уже пошли? Дорогие, дозвольте мне
слове привітання наших гостей. І тішуся, що ви так спонтанно сьогодні разом з нами в цей непростий час для всієї нашої країни і для нас так само. І злучаємося в молитвах за нашу родину і тішуся, що можемо зробити це сапраўды по-мастацку з сапраўдними професіоналами. Тому вельми сердечно хочу привітати хор солістів «Кантус Альбарутаніце» з мастацьким керівником Галиною Тьми. Вельми сердечно вітаю. А так само струнний квартет і керівника Тетяну Рагуля. І пропоную аплодисменти для їх зараз. А есть что? Вы просто их поднимите и переступите как-то. Туда с пультом вместе, Аня, переходите. Сядьте, сопрано, двигайтесь сюда. Мама тоже? Мама Добрый вечер, уважаемые священники, уважаемые прихожане, слушатели. Мы очень рады сегодня здесь исполнить для вас одно уникальное произведение, которое в истории нашей музыкальной культуры занимает особое место. Речь идет о Острабрамской летании Станислава Манюши. Он написал это произведение в свой минско-вильнюсский период, в конце 40-х, начало 50-х годов, точное время написания неизвестно. Мы пропоем для вас третью летанию. Это произведение было написано в то время, когда, вы знаете, был закрыт Вильнюсский университет, территория была разделена, Речь Посполитая, да, известные разделы. После восстания чума в это время была видна. У него личная жизнь тоже не складывалась, он не был востребован как выдающийся, как мы знаем, композитор, но в то время он еще не был признан. И вот в это тяжелейшее время для страны и для его лично он обратился к тексту лаританской летании и посвятил это произведение знаменитой Острабрамской иконе Божьей Матери, которую все, кто был в Вильне, знают. И эту икону почитают не только католики, но и православные, и униаты, насколько мне известно. И эта икона, она такая покровительница, в том числе и нашей страны, современной территории Беларуси, где мы с вами живем. Это произведение, я считаю, такое же, вы знаете, есть иконы, которые приносят людям благословение, исцеляют, чудотворные называют. А есть и музыкальные произведения, которые тоже чудотворные. И вот я считаю это произведение «Острабрамское летание номер 3», оно тоже своего рода чудотворное такое произведение. Вы сами сегодня в этом убедитесь. Какая там замечательная музыка,
какой текст. И мы сейчас услышим вот эту интерпретацию этого композитора, обращенную к Деве Марии, к этой иконе Острабрамской Божьей Матери. Здесь вы слышите 5 частей. Это классический текст летания, поэтому, я думаю, верующему католику здесь не нужно ничего переводить, понятно, о чем идет речь. Исполнит наш ансамбль солистов и струнный квартет. Amen.
зря раздали тексты. Наш коллектив часто проводит такие в Национальной библиотеке и в других просветительских учреждениях лекции, интерактивные лекции, концерты, когда мы рассказываем про нашу белорусскую спадщину и запрошаем аудиторию, яка нас слухає, з нами разом проспівати. І я думаю, що «Могутний Божа» і «Пісня вечерня» – это те спевы, которые повинны усе католики у нас у Беларуси ведать. І тому ми просимо вас долучатися до нас і разом проспівати гэтай гімны. По-перше, провучить Жировицкой иконе Божьей Маті белорусский гимн. У вас тексту нема, коли знаете, спевайте з нами. Дирижировала Ірина Попова. Вона скончила музичний коледж як диригент хору, але тоді лінгвістичний університет, як викладчик англійської і німецької мови. Яна студэнтка Беларускай акадэміі музыкі. Гэта будучы дырыжор хору. И мы запрашаем вас разом с нами проспевать песню вечернюю. Найдите текст, долучайтесь до нас.
далі нам магчымасць сёння праспяваць для вас. Мы дзякуем вас за увагу. І напрыканцы мы хочам, каб вы далучыліся да нас і праспявалі тую малітву, которая цяпер штодзённа гучыць каля нашай філармоніі і ў нашых сэрцах. Мы хочам, каб вы малі гэты тэкст і таксама его вывучылі, можа, на памяць, і спявалі гэта штодзённа, каб у нас усё было так, як хоча большасць у гэтай краіне. Алексей Апанович. Ён студэнт таксама Акадэміі музыкі, але як вакаліст, саліст. Вы, напэўна, вельмі хутка будзеце яго чуць у нашай дзяржаўнай оперы, тэатры. Але мы вельмі рады, што ён яшчэ з намі пакуль што спявае, пакуль студэнт. Вось, ён закончыў школу Ахрэмчыка для таленавітых дзяцей, як дырыжор хору таксама. Магутны Божа. Дякую. Можна я ще два слова скажу? Не можна? Без узрушення немагчыма гаварыць. Але тое, што хочу сказаць, то думаю, што кожны з нас пазвердзіць з першых вякоў хрысціянства сапраўды пабожнасць людзей і адданасць Маці Найсвяцейшай, Маці Божай. Яна сапраўды давала сілу, давала мужнасць, давала таксама надзею.
І часом бувають такі моменти, коли в житті чоловіка нічого не достається, як тільки мати надію. Можна все забрати, можна все згубити, але надія завжди зостається. Зостається віра, надія і любов, а так само годність чоловіка. Тому дякую вам велике за те, що ви сьогодні були разом з нами, а ми разом з вами у нашій такій невеликій каплиці, якщо костюм у нас не закончений, будується. Я думаю, що коли добудується, то напевно буде можливості, ми обов'язково вас запросимо, як виступити і неодноразово, напевно. Сподіваємося, що наша надія, яку складаємо Богу, справді буде причиною того, як це щось здійснювати, щоб наш народ був справді щасливий, свободний, радісний і відданий Богу, але відданий так само людям поміж собою. Нехай надія, яку складаємо Богу, нас мацовує. Дякую вам за те, що ви є, дякую, що ви творчістю своєю нас так само умацовуєте, даєте надію і радість. Дякую велике. Так само. А вы не могли бы поделиться, потому что у меня видео, но звук не очень. Ну, я не видео писала, я на